Тема нашей сегодняшней передачи – эстетическая медицина. Что это такое? Это отрасль здравоохранения, занимающаяся улучшением косметологического вида с помощью медицинских процедур. В отличие от пластической хирургии, которая часто включает в себя инвазивные процедуры, эстетическая медицина включает в себя ряд нехирургических и минимально инвазивных вариантов. У нас в стране немало клиник эстетической медицины и кабинетов косметологов. Кто является их клиентами, какие услуги востребованы у нас в стране и где тонкая грань между естественной красотой и гонкой за модными тенденциями. Об этом мы поговорили с некоторыми косметологами. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Эсма Джопуа родилась в Сухуми, окончила 3-ю среднюю школу, затем поступила в медуниверситет на лечебное дело, где проучилась 6 лет. Затем окончила ординатуру по специальности дерматолог-венеролог, хотя с первого курса знала, что будет работать по другой специальности. Эстетическая медицина привлекала ее всегда. Она прошла различные курсы, принимала участие в разных конгрессах, конференциях по всему миру. И вот 3 года назад открыла в Сухуми свою клинику эстетической медицины. То есть я работала дерматологом за пределами Абхазии, но у меня всегда было желание именно открыть клинику такого масштаба в своем любимом городе. И у меня это получилось. Конечно, клинику должен открывать исключительно врач. Должна быть медицинская лицензия. Могу сказать честно, абсолютно не было никаких проблем. Собирается перечень всех документов, дипломов. Все это сдается в Минздрав, и все получается. Могу сказать, что для меня это было легко. Находясь уже 4-й год в этой сфере, Эсма Джопуа отмечает, что в Абхазии востребована косметология, в частности дерматология. Много женщин, которые любят о себе заботиться и приходят в клинику. У нас проводятся удаления новообразований на коже, такие как родинки, папилломы. То есть данную процедуру проводит врач-онколог, хирург. Он у нас проводит диагностику таких образований и также удаляет их эстетическим методом, аппаратом радиоволновым. Также, если это необходимо, гистологическое исследование отправляется в наш онкологический центр уже в дальнейшем смотреть, это доброкачественное или злокачественное образование. Также у нас есть врач-нутрициолог, полный чекап делает женщине. А если есть какие-то дефициты, она выявляет и уже в дальнейшем проводится лечение. А также врач-нутрициолог корректирует диету и вес пациента. Это врач высшей категории, онколог-хирург Золотарев Игорь Борисович, который проводит диагностику и удаление новообразований. Именно в эту клинику основная масса приходит для проведения уходовых процедур. В основном это инъекционные, такие как биоревитализация, ботулинотерапия. Также немало пациентов с проблемами акне, розация и пигментации. Нужно отметить, что наряду со зрелыми людьми сюда приходят и подростки с проблемами кожи. С 18 лет много желающих пользоваться такой услугой, как лазерная эпиляция, удаление нежелательных волос специальным оборудованием. Однако есть процедуры, которые Эсма Джопуа, как врач-дерматолог, принципиально не делает. В основном это аппаратные методики, именно где идет перегрев ткани, и мы можем получить нежелательные явления, а я в первую очередь как врач, для меня здоровье пациента – это главное. Я могу сказать, что здоровье здесь в первую очередь, потому что кожа – это самый большой орган в организме, и, конечно, он нуждается в уходе, в заботе, так же, как и другие органы. И какие мы видим недуги кожи, когда стоит обратить внимание именно на кожные проблемы, это дерматологические заболевания, это акне, которые мы видим как у подростков, так и у взрослых женщин, это пигментация, это розация, поэтому что с кожей связано, пациент сразу это видит наглядно и обращается в клинику.
Прежде чем проходить какую-либо эстетическую процедуру, важно пройти подробную консультацию с квалифицированным специалистом, во время которой специалист оценит проблемы, обсудит цели и порекомендует наиболее подходящий план лечения. Все знают, что проблему легче предупредить, чем лечить, поэтому если начать заботиться о себе прежде, чем будут запущены процессы увядания, есть шанс на долгие годы сохранить привлекательность без сложных косметологических вмешательств. Нужно стареть красиво. Ко мне приходит очень много красивых женщин, и я всегда за то, чтобы возраст пришел красиво. Почему бы не сохранить эту молодость и качество кожи как можно дольше? То есть здесь очень тонкое понятие правильная косметология. Она говорит о не смене внешности, о не каких-то внедрении, чтобы вот было это что-то некрасивое, неэстетичное, неестественное. А правильная косметология – это сохранить вашу красивую внешность как можно дольше, без видимых изменений. То есть, когда женщина выходит из кабинета врача-косметолога, и ей говорят: ты прекрасно выглядишь, но мы не понимаем, что ты сделала. Вся продукция, она проверяется, она закупается у официальных дистрибьюторов. На каждый аппарат, на каждую продукцию имеется медицинский сертификат или другие сертификаты, поэтому это все проверяется, и мы за этим очень строго следим. Я всегда советую и также смотрю на лицо и провожу анализ. Я могу сказать своему пациенту, что вам это не нужно, или вам это нужно, или вы остановитесь, или я вижу, когда кто-то перебарщивает. То есть в первую очередь, как врач, я все делаю, советую по показаниям. То есть если женщине это не нужно, я всегда скажу нет. Особым спросом пользуется такая процедура, как ботулинотерапия. Препарат позволяет устранять морщины на лице, шее и декольте. Сначала ботулотоксин типа А применялся только в терапевтических целях. Со временем появился и в косметологии. Здесь ботулотоксин используется не в чистом виде. Все препараты содержат стабилизированный, очищенный от примесей токсин типа А. Кстати, это самая изученная и проверенная процедура. Разбею немножко миф, что ботокс является, то есть номер один, да, как бы антивозрастная линия, процедура. Ботокс вообще он направлен на мимическую активность, чтобы ее снизить. То есть это не про качество кожи, это не про увлажнение, а это именно снизить мимическую активность. То есть когда вы улыбаетесь, когда вы щуритесь, вы приподнимаете лоб, у вас формируются морщины. И чтобы вот их сглазить и снизить эту активность. То есть про молодость, про качество кожи – это те процедуры, которые я говорила. Это биоревитализация там, для увлажнения, для плотности кожи. Коллагенотерапия – это для упругости. И чем больше у нас в тканях коллагена, тем мы получаем лифтинг-эффект. Возраст – это как себя женщина ощущает внутри, какую она энергию несет и какой посыл. Без разницы, сколько нам лет, мы можем думать, мыслить, чувствовать себя там на минус 10, на минус 20 лет. Ну и, конечно, по внешним факторам все-таки генетика здесь играет очень большую роль. И я хочу привести в пример свою маму, которая до 50 лет вообще ничего не делала, и вообще даже не было мысли похода к косметологу, и ее всегда все спрашивали: Лаура, к какому ты ходишь косметологу? И уже как раз, когда я закончила медицину, уже стала дерматологом, и вот первую процедуру мы с ней сделали в 50+, именно для качества кожи, и начали с биоревитализации. Косметолог Анна Кишабян в сфере бьюти-индустрии уже около 20 лет. Она закончила Абхазский государственный университет по специальности биохимик. Но красота ее вдохновляла с детства. И еще она решила осуществить мечту матери, которая всю жизнь хотела работать в эстетической медицине. Прошла различные курсы в Москве, работала там долгое время. Сегодня у нее свой салон красоты и своя клиентская база. В Абхазии востребованы, в принципе, все процедуры касаемой косметологии, но самые популярные – это, конечно, чистка лица, пилинги, различные уходы по типу кожи, массажи. Конечно, очень востребована лазерная эпиляция.
Из инъекционных это у нас идет ботокс, мезо, биопроцедуры. Еще из аппаратной косметологии очень популярны сейчас это вот фотоомоложение, РФ-лифтинг. Ну, это все строго по показаниям. Не всем подходит одно и то же. Нужно консультировать человека прежде всего. Не всем одно и то же подходит, и даже если подходит, то нужно подготовить кожу ко всем агрессивным именно процедурам. А аппаратная косметология – это все-таки агрессивная процедура. Также и различные пилинги – это тоже все агрессия, к которой нужно кожу готовить. У Анны Кишабян пользуется спросом такая процедура, как фотоомоложение, направленное на коррекцию возрастных изменений. Оно основано на воздействии импульсивного света с длинных волн на кожу. Мощные световые импульсы активизируют все физиологические процессы, в том числе стимулируют синтез белков, отвечающих за эластичность кожи, благодаря чему значительно повышается тонус кожи, уменьшается пигментация, исчезают мелкие сосуды и пятна, кожа становится более крепкой и упругой. У меня представлен аппарат фотоомоложения. Это неинвазивная процедура, и поэтому большинству пациентов она подходит. Здесь меньше и подготовка к процедуре, и агрессии меньше. Фотоомоложение направлено на удаление пигментации, сосудистой сетки, мелких капилляров, и также за счет прогрева тканей небольшого происходит стимуляция коллагена и эластина, и за счет этого у нас кожа и уплотняется, и небольшой лифтинг. Понятно, мелкие морщинки тоже можно убрать фотоомоложением, но более глубокие заломы, понятно, что нет. Фотоомоложение и любые агрессивные процедуры, в том числе и лазерное омоложение, и лазерная эпиляция, которая тоже популярна в Абхазии, пилинги всевозможные, это все-таки не летние процедуры. Но все зависит от того, как человек проводит это лето. Если он защищается, у него дом, работа, никуда он не... пляжным отдыхом он не занимается, то вполне возможно даже и эти процедуры. Сейчас закончится жаркая пора, наступит осень, более прохладная погода, и вот можно будет уже заняться более агрессивными процедурами. Это пилинги, фотоомоложение, лазерные омоложения, лазерная эпиляция. Но для этого тоже желательно подготовить кожу после солнечной инсоляции, это провести курсом мезо и биопроцедуры для увлажнения и питания кожи. И по итогу мы получим хороший, здоровый тон лица, ровную кожу, напитанную, увлажненную. Однако, по ее словам, косметологам и пациентам надо быть бдительными. Современные тренды часто приходят из соцсетей и несут серьезные риски для здоровья и кожи. Главную опасность представляют агрессивное смешивание активных компонентов, домашние эксперименты с сомнительными составами и сложные инъекционные тренды, грозящие некрозом тканей, сильными ожогами и разрушением кожного барьера. Например, дельфиния кожа. Аппарат не сертифицированный, а его вот тоже вовсю применяют. Да, это я не использую. Или, допустим, какие-то процедуры, например, BB Glow на тон кожи. Вводится красящее вещество под кожу на год. Это тоже, конечно, непроверенные, непонятные процедуры. Непонятно, как кожа на этот пигмент воздействует, как он его выводит вообще, какими-то кусками. Да, как отреагирует кожа. Я не делаю процедуры, которые дают сомнительные результаты, непроверенные. Путь к ресурсной коже всегда начинается не с выбора инъекционной техники, а с детального аудита. Вне зависимости от того, планирует пациент курс мезотерапии, биоревитализации или классических косметических уходов, первым и самым важным этапом работы с врачом становится аппаратная и визуальная диагностика. Специалист оценивает тургор, эластичность, уровень гидратации и липидный барьер, а также собирает подробный анамнез от сезонных реакций тканей до влияния стресса и текущей домашней рутины. Косметология – это и про здоровье, и про красоту, так скажем. Это идет очень близко, вот они, две составляющие.
Понятно, что если человек здоров изнутри, у него будет кожа сиять и так. Но мы можем помочь косметологии, допустим, еще лучше раскрыться. Если, допустим, человек с гормональными нарушениями, с нарушением пищеварения, у него, понятно, будут и высыпания, и какие-то усталый цвет лица. Если не высыпается также усталый, тусклый цвет лица, понятно, что первично это здоровье. Современная косметология направлена на то, чтобы человек выглядел естественно, ухоженно, с увлажненной, напитанной кожей. Вот это вот основное в косметологии. Мы не хотим менять человека. Или, допустим, у нас цель не чтобы человек в 30 лет выглядел на 20. Наша цель, вот, чтобы там в 40-50 он выглядел ухоженно, и никто не смог бы угадать его возраст. У нас очень красивые девушки, это все замечают, даже приезжие, кто к нам приезжает, все говорят, какие у вас ухоженные, красивые девушки. Косметолог Оксана Кишмария не планировала работать в индустрии эстетической медицины, хотя по образованию она врач-биохимик и даже работала некоторое время лаборантом, и ей нравилась выбранная профессия. Но после того, как она вышла замуж, родила ребенка, что-то внутри нее изменилось. Будучи в декрете, у Оксаны произошла переоценка ценностей, и она решила переквалифицироваться в косметолога. Такая более емкая, конечно, работа по сравнению с биохимией. Здесь наша работа связана с постоянным обучением, постоянные новые техники, новые работы и частые поездки, которые, то есть круговорот вообще движений в косметологии гораздо больше, он меня больше привлекает. Работаю я уже давно, более 14 лет, и могу сказать, я нашла себя в этой профессии. Круговорот общения людей этого не может не привлекать, особенно современную женщину. Вообще понятие даже красоты и косметологии в Абхазии, она, могу сказать, немного отличается. Если там даже ближнее зарубежье, наши женщины всегда были очень красивые. Наши женщины всегда выделялись яркими чертами лица. И у нас нет потребности видоизменить себя. То есть мы не прибегаем к крайности. Женщина всегда хочет сохранить свою красоту, подчеркнуть свои плюсы. Поэтому вот эта природная красота, макияж без макияжа – это вот самый частый запрос. По словам Оксаны, наш регион солнечный, поэтому все процедуры практически направлены на подавление пигментации, а также на работу с качеством кожи. В целом нет единого протокола, который подходит каждой женщине. Необходима консультация, и с учетом сбора всей информации подбирается курс лечения. Косметолог Кишмария не занимается аппаратными процедурами. Она, как признается сама, классический инъекционщик. И главная ее задача – не навредить. Если говорить о ряд манипуляций, чего бы я никогда себе не сделала, ну это, наверное, скорее всего, первое место будет занимать смаз-лифтинг, который, да, он нереально круто дает нам эффект подтяжки, уплотнение текстуры кожи, но идет определенная денатурация белка в тканях клеток. Соответственно, в последующем это уже скорее пациент будет пластического хирурга, потому что более легкие манипуляции косметолога, они уже не будут продуктивны. Поэтому такие щадящие варианты работ, да, но все, что несет за собой последствия, можно отнести также нитевую имплантологию, которая там иное количество времени повально мы все работали этими техниками, но пациенты очень много проблем получают, там фиброз внутренней ткани, и, соответственно, если ставить на весы за и против, скорее нет. Поэтому вот с учетом таких травматирующих процедур, да, мы их не проводим. Как отмечает Оксана, если человек планирует сделать себе пластическую операцию, то ему тем более необходимо систематически посещать кабинет косметолога, так как косметологическое воздействие на кожу и мышечные волокна перед пластикой лица с помощью аппаратов и инъекционных методик снижает риск осложнений после оперативного вмешательства, активизирует процессы восстановления тканей на всех уровнях. Здесь мы не можем четко регулировать, это только красота или это только здоровье, потому что мы даже при ведении ряда процедур, мы готовим пациента, проводим чекап, обследование, назначается курс
как правило, витаминных комплексов, устраняются все недостатки, нехватки микроэлементов, поэтому это однозначно про здоровье. И доп получается уже и про красоту, потому что здоровый человек, он красив. Когда есть какие-то определенные проблемы со здоровьем, мы в целом не можем выглядеть свежо, как-то все наши проблемы, в особенности со здоровьем, они сказываются на лице, поэтому однозначно не можем исключать. Это все взаимодополнение. Могу сказать по результату, если женщина прибегает к услугам косметолога, грамотным манипуляциям, не дожидаясь возрастной категории раньше, она выглядит значительно моложе своих сверстниц. На ней не могут быть следы косметолога, они могут быть практически не видны, но она свежее и моложе своих сверстниц, поэтому здесь, конечно, да. Помимо грамотных рук косметолога, очень важно, на каких препаратах они работают. Есть их качество, срок годности и многие нюансы, которые на сегодняшний день никто не контролирует. Да и вообще, в целом, деятельности работников бьюти-сферы практически не уделяется внимания. При открытии кабинета запрашивается диплом, но ведь его можно купить, так что работа косметологов на их совести. Я могу сказать, так как мы тесно связаны с косметологами вот из ближнего зарубежья, в том числе с Россией, там есть над нами контроль однозначно, там есть определенные базы, и чтобы зарегистрироваться в этих базах, мы, подтверждая свою квалификацию, отправляем диплом косметолога, и мне нужен первое подтверждение диплома врача и допуск уже к обучающим каким-то там дополнительным курсам, семинарам. Соответственно, там попасть без медобразования невозможно. И по типу ошибок. Ошибки бывают, конечно, у всех, не бывает только у тех, кто не работает, либо у него малый поток пациентов, но большая база взаимопомощи. То есть невозможно быть в одной сфере, знать детально все нюансы, куча много разных заболеваний, которые может быть связаны там, не знаю, с эндокриной, сердечно-сосудистой системой в целом. Поэтому и вот эта взаимопомощь, квалификация вообще врачей любого профиля, она, конечно, важна. И вот она ведется. Но что касается нашей базы в Абхазии, ее нет, ее не существует. Но пока на данный момент мы тесно связаны с косметологами с России, да не только с Россией, там есть с других стран, мы общаемся, даже какая-то новинка выходит, там за, против, свое мнение, и всегда услышать мнение коллеги очень важно для нас в том числе. Как выбрать грамотного косметолога? Конечно, все индивидуально. Кому-то может подойти один, другому пациенту другой. Но, как говорят сами работники этой сферы, признаком профессионализма является уговорить клиента отказаться от определенной процедуры, которая ему не нужна, даже если у него был запрос на нее. Это показатель того, что врачом-косметологом не движет обобрать клиента, а действительно желание помочь ему. Тем более, что услуги косметолога совсем не бюджетные. Да, пациент хочет, у него есть определенный запрос, пожелание, но когда квалифицированный врач, он видит, что нет в этом потребности, он должен и имеет полное право отказать в этой процедуре и объяснить, почему это не нужно. То есть вот это самый важный критерий. Объяснить то, что необходимо ему в данном числе. И проходить, конечно, всегда полное обследование с учетом чекапа, потому что визуально мы, к сожалению, не можем оценивать полностью состояние организма пациента. Поэтому это комплексный подход. Но мы должны не забывать, первая красавица мира была абхазская. Это о многом и говорит, то, что абхазская женщина, она всегда была красивая, она всегда была ухоженной. А сейчас, да, сейчас тенденции, они трактуют необходимость манипуляций, но все-таки не должно навязываться обществом. Это то, что вы выбираете сами, но вам нужно или нет. Вы себя комфортно чувствуете в данном случае, и нет у вас желания что-то менять, значит, вам нет в этом необходимости. Поэтому это ответ, который сам каждый человек задает себе вопрос и отвечает, он индивидуален.
Индустрия косметологии стремительно развивается, смещая фокус с радикальных вмешательств на естественное омоложение. Биотехнологии, аппаратные методики и персонализированный уход нацелены на сохранение здоровья кожи и активацию внутренних ресурсов организма. То, что использовали месяц назад, сегодня уже может быть не актуально. Поэтому косметологам важно проходить курсы, чтобы не отставать в профессии. Это облегчит им задачу и сделает их работу еще эффективнее. Тем более, что эта сфера будет востребована всегда. Здоровье и красота тесно связаны друг с другом. Настоящая красота идет изнутри, строится на простых правилах: хорошем сне, полезной еде, чистой воде и движении. Начните с этого, а затем можно сходить и к косметологу. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!